отрывистый повелительный возглас был первым воспоминанием мадемуазель Норы из ее темного, однообразного бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый младенческий язычок. И всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха. Алле! В пустом цирке темно и холодно. Идет дневная работа. Посреди манежа стоит коренастый кратконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной 5-летней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им. Алле! И везде глупо красивые лица, взбитые коки, напомаженные проборы, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела. И везде все тот же страх и тот же неизбежный роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак. Алле! Ей только что минуло 16 лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же бесчувственную унесли за кулисы, и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. Публика волнуется и начинает расходиться, говорили вокруг нее. Идите и покажитесь публике. Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку грациозной наездницы, но, сделав 2 шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа к публике. Алле! В этот сезон в цирке работал в качестве гастролера клоун Минотти. Не простой дешевый бедняга-клоун, а клоун-знаменитость. Всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по 200 рублей за выход, гордился тем, что вот уже 5 лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров разбитым и с приподнятой горечью говорил про себя: да, мы шуты, мы должны смешить сытую публику. Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показалась в цирк на утреннюю репетицию, Минотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь. Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Минотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый первый соло-клоун всегда останавливался. Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже. И, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась, частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Минотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал: «Алле». И она пошла. Она видела в нем необычайное верховное существо, почти Бога. Она вошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать. В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла бриллианты и медали Минотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольт-крем и, что всего важнее, верила с пылом идола поклонников в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил, о чем с ней говорить.
и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека пресыщенного, но милостливо позволяющего обожать себя. Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших воздушные полеты. Теперь он совершенно не стеснялся с Норой. И нередко в уборной перед глазами актеров и конюхов колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака. Наконец, однажды ночью после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан, за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Минотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Минотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал: «Алле!» Но через 2 дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: «К ним нельзя. Они в кабинете, заняты, с барышней». Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Минотти. Да, он был там. Она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь. Малиновые с золотом обои, яркий свет 2 канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах. Минотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем. Запах вина, духов, сигары, пудры. Все это сначала ошеломило ее, а потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка. Когда Минотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней. Он с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал: «Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда!» Она встала, задыхаясь, и зашептала: в таком случае... Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы. Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, оказавшиеся сверху маленькими странными животными. Тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей. Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса. Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке: «Алле!» Қойда. Келіп етмейіне хаман. Янып күткенімді білмеймі. Әйт дедірек, қойным. Қойда қоғам. Қойда қолды. Раббым. Ана хор юрға ана тұра. Әлі қосқан менен шойартып. Куйсы, шайармасы қоғам. Әтеген сізлеп тобам бит. Бұл не?
Ҡайным? Бейем. Әйтегеҙсе бер һүҙ. Юҡ. Юҡ. Кәрәкмәй. Әйтмәгеҙ. Ҡаһым. Минең ҡаһымым. Бына мин килдем. Һөйөклөмдө ҡаршы алырға. Ҡайнар ҡосағыңа ташланырға. Сәсмәй, түкмәй һағыштарым. Һөйләргә тип һиңә ашҡындым. Бөтә барлығымды биләгән. Аҡылымдан шашып яратҡан. Ҡаһымым тип шатланып. Йәшәнем мин ғәмһеҙ бәхетле. Бына бөгөн ул юҡ инде. Ул юҡ. Ҡаршы тороп ҡырыҫ елдәргә сабырлығым йыйып көттөм һине. Көттөм һине. Ҡар аҫтынан сыҡҡан яҙғы умырзая кеүек. Таң нурына шатланып, ҡояш йылыһына туя алмай. Көн элгәре шиңеп ҡарармын. Көткән бәхеттәрем елгә осто. Яҡты көнөм төнгә әйләнде. Ҡаһымһыҙ юҡ йәшәү миңә! Эй, Хоҙайым, ошо мәлдә генә күренһәңсе икән күҙемә. Ниңә һуң мин бергә китмәнем? Ниңә ҡалдым һинән? Ҡәбереңә тереләй инеп ятыр инем. Янам, йөрәгем ярыла. Нисек түҙәйем һуң? Нисек түҙәйем һуң? Ҡаһым, йөрәк майым. Һөйәм һине. Ишетәһеңме? Ғүмерем буйы һөйәсәкмен һине генә. Илкәйемдең батыр улы. Илкәйемдең ғәзиз улы. Йөрәгемде йолҡоп ҡына бирер инем. Мөмкин түгел. Ҡаһым. Ҡаһым. Ниңә үлдең? Ниңә үлдең беҙҙе ҡалдырып? Ниңә мәңгелеккә күҙен йомдоң? Йөрәктәрҙән
Қандар халдыры. Я Раббым. Нисек түҙәйем һуң? Нисек түҙәйем һуң? Йәшел үлән, йәшел булмай, нур булмаһа. Асмай тажын, сәскәләр ҙә, нур булмаһа. Я путь определяю не по звездам. Мустай Карим. Отец с матерью, неделю погостившие в соседнем ауле Караикупова, ночью возвратились в Кляш. Когда мать начала сходить с саней, то вдруг обнаружила, что на коленях ее ребенка, завернутого в теплое одеяльце, нет. Она, видимо, задремала в пути, и я выскочил на ухабе из саней. Родители тотчас помчались обратно, благо ночь была лунная, и в 2 верстах за аулом я был найден и благополучно доставлен домой. Когда я думаю о своем детстве, я часто вижу себя идущим или едущим. В дороге ноги, в песне думай. Хочешь, прислушайся. Я по земле иду, и днем по солнцу, и по звездам ночью свой путь определяю на ходу. Обжег в пути мне губы встречный ветер, и пыль годов я в волосах ношу. В дверь постучав, вхожу в дома под вечер, в сердца стучу и дальше ухожу. Но только тучи рано или поздно закроет солнце в серый день тоски, и слепнут звезды, слепнут даже звезды, и в мгле вселенской не видать низги. Когда кусок пути, что мне назначен, тот, что зовется жизнью, прохожу, в глаза людей, как в звезды я гляжу, и слышу: так держать, и не иначе. И в ясный день, и вечером морозным, чернее сумрак или зной людей, я путь определяю не по звездам, а как по звездам, по глазам людей, по радостным, печальным и серьезным. Гляжу в глаза, чтобы с пути не сбиться, чтоб в песне не солгать, не ошибиться. У древнего прародителя были 3 сына-близнеца. Когда они достигли 15 лет, что считается джигитским возрастом, отец велел каждому из них срубить по дереву. Первый срубил толстое дерево, другой потоньше, а третий еще тоньше. Потом отец сказал: сделайте из этих деревьев, что хотите и что умеете. Первый сделал плуг, второй сделал лук и стрелы, а третий свирель.
Ну вот, вы нашли свое признание, обрадовался старик. Сыновья попросили разрешения приступить к выполнению своего долга, но тут старик остановил их. Пусть сначала воин пашет землю. Ему следует знать, что ему нужно охранять. А пахарь пусть постоит на посту. Он должен знать, какая зоркость нужна воину. А певцу, прежде чем он запоет свою первую песню, нужно вспахать землю и постоять на страже. Только тогда его песни будут понятны и пахарю, и воину. Поиграть на свирели первым двум сыновьям почему-то старик не попросил, не предложил. На Дему я смотрю как бы впервые. Осенняя течет, она течет, и волны ни секунды ли живые стучат, 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 кто их сочтет. Полдневным солнцем светится вода, и на лице воды блаженство, счастье, как будто так вот и текла всегда с улыбкою, не ведая препятствий. Как будто даже весной, когда в безумие половодья бесновалась, ища дорогу трудную, вода вверх не рвалась и в бездну не срывалась. Как будто и сегодня в глубине ни омута, ни водоворота, и желтый лист, качаясь на волне, плывет, плывет кому-то от кого-то. Река, мою умерившая жажду, твою я знаю непростую суть. Твои повадки, Дема, видит каждый, душа твоя ясна ли кому-нибудь? Кто замечает, что тебя печалит, какие боли полнят бытие? Одна земля лишь чутко ощущает глубинное течение твое. Я на реку судьбы своей взираю, не торопясь течет она, течет, живое сердце время отмеряя, стучит, ведя живым секундам счет. И вижу рябь, не шрамы от ранений, да, рябь, не шрамы на лице воды, так благостно она в своем течении, как будто век не ведала беды. Но я-то знаю, что в ее стремлении мои ошибки, да с собой бои. На дне ее покоятся поныне грехи мои, раскаяния мои. В водовороте, возмутив пучину, кипят укоры совести ключом. Вглядись же в глубину, раз ты мужчина, и красным днем своим, и черным днем. А радость, что бывала мне знакома, вся на лице моем, а не на дне. Так солнце на лице осенней Демы сияет и не тонет в глубине. Табағына шапқан бір шақ ташиды. Атны егенінен тұтып, жетәкләтіп кенә ауыл яғына қайтып барғанда, мұхаббәт бір күренештән атта мин дә туктап калдык. Миннән 4-5 адым ераклыкта гына, 4 тырна тыныч кына бер шақ шүгеләр иде. Тырналар озын биек аяклы, күк йөзендәге болытлар кебек, зәңгәр су кургаш каурыйлы,
Muhabbet matur kuşlar eken. Şularını tыныш kına qarap turası qalğan bäbi. Min öz-özümni biliştirmişe, turnalar yanına yugurdim. Qanattınları bitlerime, qullarıma kilip berile. Indi turnalar bilen birge, zengir kök gümbezin inglep, ışık yürüyüm degендегine gözlerimni açsam, turnalar keng qanatların şayqap, uzun ayakları bilen jirge yengip aldılar da. Minsizgina kökkä ko'tarildilar. Men o'zimning ana shu arba, tirma, mijasına o'sgan zangir sheshka bilan jirda yotib qoldim. Ularning tovushlari g'ina kishki salqin havoni yorib, mening kichkina yuragimga kelib barilar. Tiriq, tiriq, tiriq. G'umrlar uzgan sayın, yıllar üstelgen sayın, tırnalar düşken şul basu, hatırga düşüp, көңілді яңара. Ник ашықтым мекен, ник тыныш қына қарап тұрмадым мекен. Қышлар келе, Qışlar kite, jir eylene, sular şayqala, kişi kile kite. Kıyaş kala kökte, ay kala, gümür uza, kişi atlap uza, мәңгілік sal dünya üstünden, 8. yana tüsünü izli, jaygırlarının jidetisinden, yaşayışının in kamilin izli, hem tabına dünya yemine, muhabbetinin мәңгілігін izli, мәңгіліктен келген жанына. Ey сірлі, сихірлі тұрмышым, негіне қалмады көңілді. Яшаудан яқшылық, яманлық, жаныма жиылды ғұмырға. Сейдім мен көк көзлі гүллерні, жайдағы яғымлы желлерні. Сейдім шул дүнияның өзінде, яраттым қыраулы күзінде. Хислерге шырналған мұңларым саймады көңілге, шайпалып, мұң болып дүнияға таралды.